Кандилаки Давид Автандилович, младший научный сотрудник отдела истории Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии. Родился в 1974 году в городе Гагра, окончил Гагрскую среднюю школу номер 2 в 1991 году. С 1995 по 1998 год учился в Гагрском гуманитарном техникуме по специальности правоведения. С 1997 по 2003 годы на историко-юридическом факультете Абхазского государственного университета. С 1999 года лаборант отдела истории АБГИ Академии наук Абхазии. С 2000 по 2011 годы ведущий специалист управления охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия, директор Гагрского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Аба-Ата. С 2004 года младший научный сотрудник отдела истории АБГИ Академии наук Абхазии. С 2004 года Давид Кандилаки осуществляет соискательство ученой степени кандидата исторических наук в Институте этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая Российской академии наук. Тема кандидатской – формирование населения и системы его расселения на территории Абхазии в эпоху камня, палеолит, мезолит и неолит. Добрый день, Давид Автандилович. Судя по теме, я так понимаю, что вы поддерживаете теорию происхождения человека от обезьяны. Ну, я верю в саму эволюцию человека, которая происходила, конечно же, и связанная с выделением, видимо, человеческой линии из животного мира, конечно. Несомненно, это были какие-то группы древних приматов. И представляет собой, наверное, один из таких путей магистрализации эволюции на пути к разумным формам жизни вообще на Земле. Ну, в силу исторических и геологических причин получилось так, что эволюция выбрала именно вот это направление, связанное с развитием млекопитающих, потом приматов и, собственно, человеку, конечно. Но все же главная причина, почему обезьяна слезла с дерева, не шуточный вопрос, совершенно серьезный вопрос, да. Главная причина, главный фактор. Это очень сложно сказать, конечно, есть очень много факторов и много теорий, гипотез на этот счет. Да. Начиная от, собственно, причин, связанных с экологическими изменениями, связанных с природными изменениями, вплоть до космических факторов. Но большинство ученых придерживаются мнения, что огромную роль в этих процессах играли, видимо, факторы, связанные с природно-климатическими изменениями, изменениями экологии вообще, экологической адаптации древних животных в силу вот этих вот изменений. Наверняка так. Вот в части антропогенеза, то есть происхождения человека, насколько науке интересен абхазский археологический материал? Я сейчас скажу. Он интересен в двояком таком смысле, потому что, с одной стороны, Абхазия является тем самым местом, где впервые в Советском Союзе были найдены одни из самых древнейших памятников, связанных с Яштухом, если помните прекрасно. Конечно. И одно время Абхазия как бы лидировала наряду с другими областями мира, как одна из древнейших областей, где протекала история человека. Но почему в одно время? Сейчас уже другие лидируют. Вы знаете, а с другой стороны, потому я говорю, что двоякая как бы сторона, потому что, с другой стороны, послевоенный период, разруха Советского Союза, немножко, если не отставание, скажем, науки, то в какой-то степени опережение открытий в тех областях, в других регионах мира. И это заставляет нас все-таки корректировать все вот эти открытия, которые происходят в отдельных регионах мира, и сопоставлять с некими вероятными моделями, которые могут быть у нас. Конечно, так, в первую очередь. Ну и, во-вторых, очень важно то, что Абхазия важна на фоне именно того, что здесь когда-то, в силу географических обстоятельств, условий, в силу особенностей географической среды, в силу определенных географического положения нашего региона, это была зона, видимо, активных передвижений древних людей. И Абхазия не могла быть ни в коем случае в стороне от этих процессов. И, наконец, последний вопрос. О цибельдинце с негроидными чертами. Что вы думаете? Герасимов не ошибся? Я скажу, что это немножко тема, связанная с неким несколько поздним этапом эволюции человека, собственно, сапиентации. Это находки знаменитые, которые были найдены в Холодном Гроте, да, наши студенты об этом знают. Да, конечно же, знают. И когда известный наш ученый Соловьев, наш специалист, археолог, в первую очередь, конечно же, который обнаружил эти останки. Эти останки привлекли внимание известных антропологов российских,
Якимов был такой известный антрополог и, собственно, один из таких основоположников советской науки о пластической реконструкции лица по черепу. И они сделали реконструкцию, которая действительно показала, что, ну, с учетом измерений останков черепов и так далее, что это останки, принадлежащие к негроидному типу. Но обычно у современного человека понятие негроида ассоциируется с какой-то Африкой, скажем, да, сразу всплывает образ современного негра, скажем так. Но в древнейшей истории человечества, тем более на ранних этапах становления человека разумного, как предполагают большинство специалистов, расово-морфологические особенности еще не были четко выражены. И вот эта черта негроидности, она не в буквальном смысле негроидность. Это не тот самый в классическом понимании негр, а некие специфические морфологические особенности строения черепа, видать, лицевого скелета, который говорит о неком южном пути миграции этого населения. Но это реальность определенного этапа в эволюции человека. Безусловно, да? безусловно, когда расовые типы только формировались, и население отличалось большим полиморфизмом, то есть разнообразием фенотипов, скажем так, обликов расовых. То есть в одной группе могли быть налет монголоидности, негроидности, европеоидности. Это такие протоавстралоидные, протонегроидные, скажем, черты. Вот, спасибо. Спасибо хорошо. Огромное. Всем добрый день, ребята. Спасибо, что пришли на нашу лекцию. Садитесь. И снова кафедра лекции на абхазском телевидении. Когда животное бьют, глаза его приобретают человеческое выражение. Сколько же должен был выстрадать человек, прежде чем стать человеком? Ну, конечно, вы не помните, кто это сказал. Эти слова принадлежат Карелу Чапеку, очень известному чешскому писателю XX века. О первоначальном заселении территории Абхазии человеком современного типа молодой ученый Давид Канделаки. Добро пожаловать. Спасибо. Вы знаете, ребята, прежде чем оказаться вот здесь, перед вами, за кафедрой, я очень долго думал о том, как обозначить само название моей лекции. Ну, вы, многие из вас, конечно, молодые, начинающие, может, специалисты. Наверняка много уже знаете об истории первобытности, конечно. Но эта тема, она интересна тем, что затрагивает историю. Историю не просто человека, а историю человека как существа, в том числе биологического, конечно. То есть вида человека разумного. Ну, всем, наверное, знакомые слова Homo sapiens, да? Человек разумный. Но в науке существуют различного рода терминологии, которые немножко расширительно толкуют это понятие. И поэтому в ходе своей лекции я буду постоянно повторять те же самые слова или схожие какие-то понятия, которые будут, по сути, означать то же самое. Это и человек современного вида, это и человек разумный, это и Homo sapiens, это и анатомически современный человек или человек современного, анатомически современного вида. Это практически одно и то же, скажем так. Коль скоро мы говорим о человеке как биологическом виде, тем более о человеке современного вида, то есть нас с вами, господа, мы должны понять, что любой биологический вид имеет определенные признаки, по которым этот вид видом считается, скажем так. Ну, наверное, из курса истории или даже школьного курса биологии вы помните, да, наверное, что из себя представляет человек современного вида? Какие отличительные признаки представляют его как вид? Ну, начнем в первую очередь с того, что человек современного вида это в первую очередь обладает важными морфологическими свойствами. Морфология – это строение человеческого тела, да? А это в первую очередь высокий удельный объем головного мозга. Потому мы называемся разумными, потому что у нас... Вот. Это же особенности строения черепа. В первую очередь это округлая черепная коробка. Далее следует отсутствие надглазничного валика. Есть еще очень интересный такой элемент костной ткани, называется подъязычная кость. Она не связана функционально с черепом, но является очень важным анатомическим аппаратом, связанным с речью человека. Следующее является, наверное,
так называемый подбородочный выступ. Вот сами выступ есть такой, знаете, он отсутствует у других видов древних людей. Но человек не только биологический вид, это существо социальное, социокультурное. И человеку современного вида, естественно, свойственны определенные качества психологии. Это так называемое абстрактное мышление, символическое мышление. Это почти одно и то же, но не совсем. Свойство психологии, которое именуется как эффект длительности замысла. Это когда человек был настолько уже разумен по отношению к другим видам людей, что прежде чем что-то изготовить, он уже мог планировать будущий результат своей деятельности. Вот. Что способствовало развитию техники обработки орудия труда. И, конечно же, не менее важно имеет это искусство. Мы знаем, что с появлением человека современного вида возникает наскальная живопись, пещерная живопись, антропоморфная пластика, микропластика и так далее, и так далее. И еще один очень важный признак, который делает человека действительно человеком в подлинном смысле этого слова, это же, конечно же, человеческая речь, язык, собственно говоря. Именно с появлением человека разумного, с выходом его на историческую арену, возникают и подлинно человеческие, конечно же, языки. Конечно же, проблема происхождения человека – это центральная проблема вообще всей науки, не только исторической и биологической, но это и философская сторона размышления об этой проблеме. На протяжении длительного этапа исторического развития самой науки складывались постепенно несколько научных направлений, которые определяли возможные пути. Ну, скажем, как происходило становление человека, откуда он произошел, время его становления и многое-многое другое. Здесь выработалось два главных направления. Это моноцентризм и полицентризм. Моноцентризм, понимаете, да, что такое, ребята? Это формирование человека современного вида в одном месте земного шара с последующим распространением его по всей Земле. Полицентризм в самых общих чертах – это возникновение человека одновременно в разных местах. Существует еще понятие децентризма. Не знаю, слышали о таком понятии или нет. Это так называемый широкий моноцентризм. То есть человек возник примерно в одном месте земного шара, но вот это вот одно место занимало достаточно большую площадь. Все, к сожалению, постоянное открытие в области антропологии, палеонтологии человека, а в последнее время и палеогенетики свидетельствует о том, что с каждым разом идет постоянное перевешивание весов полицентристов и моноцентристов. Ну, я ваш покорный слуга, сторонник ортодоксального моноцентризма, считаю, что человек возник только в одном месте земного шара, в одно определенное время, и потом в последующем распространился по земному шару. Кто-то может думать о другом, у кого-то может быть свое мнение, конечно же. А как же все-таки происходил процесс становления человека современного вида? Это немножко отдельная тема, потому что наша главная задача – это непосредственно территория Абхазии. Считается, что в свете последних исследований в области антропологии предполагается, что сложение человека анатомически современного вида есть не что иное, как процесс гибридизации различных эволюционных линий гоминид, которое происходило в одном месте земного шара. Это место, вы уже поняли, конечно же, Африка. Вот. И вот эти вот гибридные контакты между различными линиями гоминид постепенно приводили, это как бы направление, скажем, связи, вот приводили к сложению анатомически современного человека. Вначале вот этот пласт, чуть выше, и примерно где-то вот в этой области, скажем, временной, формируется человек современного вида. Самые ранние останки человека анатомически современного вида мы связываем уже с периодом середины среднего плейстоцена. Это возраст 195 тысяч лет назад. Представляете, 195 тысяч лет. Еще здесь, на территории Кавказа, господствуют ашельские культуры. А уже где-то там, в глубинах Африки, уже формируется человек современного вида. Самая ранняя находка человека анатомически современного вида – это находка в Эфиопии, которая именуется Омо-1 и Омо-2. Вот. И считается, что именно Африка является подлинной прародиной человека современного вида. Действительно, данные генетики тоже подтверждают этот факт. Сейчас существует такая теория, если слышали, теория Ноева ковчега, или теория митохондриальной ДНК, митохондриальной Эвы. А недавно появилась теория Y Адама. То есть и по мужской, и по женской линии генетический аппарат показывает, что примерно в возрасте, который соответствует находкам Омо, это примерно 195
200 тысяч лет назад человек анатомически современного вида появился как раз-таки вот в это время. И по данным генетики тоже. Очень сложно сказать, каково место Абхазии в этом процессе. Но скажу, что, очевидно, положение Абхазии в географическом плане, несомненно, на стыке Европы и Азии, археологические открытия в Абхазии на протяжении всего XX века говорят о том, что древний человек был здесь тоже, безусловно. Но когда он здесь появился? Как происходил этот процесс? Конечно, задача такая довольно-таки сложная, конечно. Считается, что Homo sapiens, человек разумный, появился в Абхазии, конечно же, из Африки. Это очевидно, потому что известная когда-то стадиальная теория, которая предполагала, что один вид, скажем, неандертальцев меняется сапиенсом, конечно, сегодня является уже отвергнутой наукой. И, несомненно, появление здесь человека разумного мы связываем, конечно же, с южными импульсами, с южных областей, безусловно. Рассмотрение проблемы Абхазии в контексте ее заселения человеком современного вида напрямую зависит от того, какую из моделей, предлагаемой в антропологии, мы можем принять за основу. Потому что если принять полицентрический сценарий, то получится так, что человек мог возникнуть и на территории Абхазии, например, или, скажем, Кавказа в целом. Если принять модель моноцентрическую, то оказывается, что человек современного вида здесь является пришельцем. То есть вот примерно в таком вот ракурсе мы можем дальше рассматривать нашу тему. Очень важно в данном случае понять то, что нам пока сложно судить о том, какие протекали здесь процессы, потому что единственным материалом остается археология. Все данные археологии, которые мы сегодня имеем, свидетельствуют о том, что памятники, относящиеся именно к человеку Homo sapiens, появлялись здесь сравнительно поздно. Это примерно 40-38 тысяч лет. И потому возникает вопрос о том, вероятно ли возможно, что почему, скажем, в столь длительное время человек уже на протяжении долгого периода, развивавшийся где-нибудь в Африке, очень сравнительно поздно появился здесь на территории, скажем, Кавказа или Абхазии, например. Существует, конечно, здесь множество гипотез, теорий, и предполагается, что причиной того, что человек появляется на территории Кавказа, несколько позже, чем в других областях, это связано с тем, что человек мигрировал преимущественно как равнинный вид, прибрежный вид. Я могу вам нарисовать примерно карту. Вот это будет территория современной Африки. Вот это будет Африканский рог, вот это Индия, здесь Австралия. Где-то здесь находится наша территория, Черное море, Каспийское море. Человек современного вида возник примерно в этой области. Во времена оледенений континентальный шельф, конечно же, обнажался, и человек, несомненно, мигрировал в начале в пределах тех климатических зон, которые соответствовали его первоначальной прародине. Естественно, все миграции человека были направлены вдоль так называемого афроазийского побережья. Афразия. Слышали такой термин? Слышали? Африка есть Евразия. Афразия слышали? Африка и Евразия объединяются в один материк обычно, суперконтинент. Его часто употребляют антропологи. И вот северное побережье Индийского океана, очевидно, была первоначальная зона постепенного расселения Homo sapiens. И причиной столь стремительного расселения обычно считают связанным с тем, что первоначально человек современного вида формировался как тропический вид. Об этом свидетельствуют и анатомические особенности посткраниального скелета, то есть телосложение человека. И, естественно, следуя за охотничьей добычей, за животным миром, он постепенно проникает первоначально, как ни парадоксально, уже в 60-50 тысяч лет оказывается на территории Австралии. Сюда он практически не проникает. Его проникновение сюда происходило лишь в определенные периоды термического максимума, когда, помните, были ледниковые периоды, когда усиление оледенения приводило
постепенному разрастанию ледников, и человек старался избегать северные территории, в первую очередь, конечно же. Вот. Когда же возникали межледниковья, человек постоянно стремился в процессе потепления, увеличения, значит, своей площади обитания, он потихоньку проникал в эту область. Скажем, чуть выше вот этого, скажем, северного Индийского побережья. А в непосредственной близости от Кавказа самые ранние находки анатомически современного человека находим мы примерно возрастом около 100-120 тысяч лет. Но здесь он появляется эпизодически, нерегулярно, потому что очень скоро его тут сменяют другие культуры. Культуры, связанные с другими видами людей. В первую очередь, неандертальцами, конечно же. С момента, когда наступало некое межледниковье, человек, адаптированный к своей тропической, экологической нише, иногда пытался проникать чуть выше и, очевидно, потихоньку распространял свое влияние уже на более северные области, наверное. Так. К сожалению, территория Абхазии и Кавказа очень бедна находками антропологическими. Их сравнительно немного по отношению к другим областям. Но все, что мы сегодня имеем, может говорить о том, что примерно где-то во вторую половину Вюрма, Вюрм-2 есть такое понятие, это по геологической шкале, которое соответствует последнему оледенению, здесь уже постепенно начинают проникать первые группы человека современного вида. Ну, если мы посмотрим на памятник, я вот здесь даже вам могу зачитать, значит, все данные археологии, которые связаны с верхним палеолитом, имеют очень сравнительно довольно-таки поздний возраст. Пещера Пьянча на территории Абхазии имеет приблизительно возраст 38 тысяч лет. Это сравнительно поздно для верхнего палеолита. Некоторые пещеры на территории современной Западной Грузии имеют примерно такой же возраст. 31, 30, значит, 11, 24, 21. И примерно вот такая картина. На многих памятниках найдены, конечно же, останки человека, они незначительные. Ну, я вам перечислю, наверное, некоторые из них. Вот в основном чаще встречаются люди неандертальского типа. Это в пещере Сакажи, например, в бронзовой пещере, в пещере Артвала, в пещере Цуцхвати. На Северном Кавказе тоже есть, конечно же, находки неандертальского типа, Баракаевская пещера. Вот. Ну и, наверное, Косожская пещера. На территории Абхазии, кстати, тоже встречаются останки людей. В пещере Мачагу, когда-то раскапывавшийся известным нашим героем Абхазии, Мушнихварский, слышали о таком наверняка, это герой Абхазии, он был известный палеолитчик, он раскапывал длительное время памятник такой, Мачагу называется. Он там нашел останки зубов неандертальца. То есть, очевидно, неандерталец обитал в этой пещере, это примерно мустерская эпоха. Самые, наверное, нашумевшие, знаменитые останки человека – это останки человека, связанные уже с холодным грунтом. В пещере Акум тоже встречаются останки человека. Они все такие незначительные, там фрагментарный материал, но он позволяет судить об его анатомических особенностях и говорить о видовом признаке. То есть это, скорее всего, человек современного вида. Все это говорит, однако, о том, что человек современного вида оказывается на территории Кавказа, видимо, в сравнительно более позднее время, вот, и связано, конечно же, с этапом межледниковья. Это время примерно, если вот так посмотреть, ну, давайте здесь зарисую. До этого предшествуют мустерские культуры, о которых я вам скажу. Они доходят примерно до 32 тысяч лет назад, по данным радиоуглеродного анализа. Верхние палеолитические культуры начинаются примерно где-то с 38 тысяч лет назад. Примерно вот в таком промежутке времени 6, 5, может чуть больше тысяч лет происходит постепенное проникновение сюда человека современного вида. Наверное, вы заметили, что я здесь немного указывал о неандертальском человеке. Дело в том, что одной из причин возможного несколько-позднего проникновения на территорию Кавказа, вот сюда, да и вообще более северной области Евразии, человека современного вида, в том числе и связано еще с тем, что параллельно человеку современного вида развивался еще один человек, который в науке именуется неандертальский человек.
Неандертальский человек, это уже однозначно доказано, является человеком совершенно другого вида. Он имеет, конечно, с Homo sapiens каких-то общих предков, но развивался совершенно изолированно, и разделение сапиентной и неандертальской линии произошло примерно 400 тысяч лет назад. И он развивался преимущественно как типично европейский вид. То есть практически параллельно с формированием Homo sapiens в этих областях северных шло формирование еще одного вида человека, который именовался Homo neanderthalensis, или неандертальский человек. Вот. Возможно, предполагается, что неандертальский человек по уровню своего материального развития в какой-то степени даже не уступал Homo sapiens. Вот. И это, возможно, объясняет в какой-то мере то, что человек современного вида проникает в эти области несколько позднее. Неандертальский человек – это человек типично арктический. Вот если мы сравним его телосложение с какими-то современных людей, они чем-то будут больше напоминать современных жителей Крайнего Севера. Скажем, чукчи, эскимосов. То есть это такой анатомический тип, адаптационный, который соответствует холодному климату. И, видимо, неандертальский человек формировался в экологической нише, связанной с горными и лесными формами. В то время как сапиенс – это в основном равнинная форма, прибрежная форма, в первую очередь адаптивная. Это тоже в какой-то мере способствовало такому объяснению ситуации, скорее всего. Вопрос науки до сих пор остается, почему все-таки Homo sapiens оказался единственным доминирующим видом на земном шаре. Вопрос на него ответить практически сложно и невозможно. То есть практически с выходом человека на территорию Евразии, примерно это где-то около 120-100 тысяч лет назад, он до этого длительное время пребывал в некой такой стагнации, длительном своем развитии, не уступал, скажем так, не превосходил, вернее, своих же, скажем, таких же родственных групп, скажем, неандертальцев в своем развитии. Но вдруг, примерно 100 тысяч лет назад, происходит бурный рост популяции Homo sapiens и выход его на историческую арену. Причины этого до конца, конечно, неизвестны, ребята. Вот, и поэтому ученым пока приходится гадать о причинах этого процесса. Но в основе все-таки лежат, очевидно, уже ученые немножко прощупывают эту информацию, проверяют ее. Скорее всего, человек современного вида превосходил того же неандертальца не сколько технологически даже, сколько, наверное, в плане поведенческом, скорее всего. То есть отличие в социальной структуре своего общества, более прочным связям коллективов, скорее всего. Это было движущей силой и, возможно, наличие, конечно же, развитых человеческих языков, в первую очередь. Чего пока нельзя сказать о неандертальском человеке. Примерно 40 тысяч, 38 тысяч лет назад человек оказывается на территории Абхазии и вступает, очевидно, во взаимодействие с неандертальским человеком. Как же оно происходило, нам пока неизвестно. Существует множество версий, конечно, объясняющих этот факт. Существует разное представление о том, как это могло происходить. Но, значит, есть несколько предположений о том, какова была судьба предшествующих сапиенсам на территории Кавказа неандертальцам, да и в других местах, конечно. Вот. Существует несколько таких теорий. Возможно, сапиенсы, которые пришли на территорию Кавказа и Абхазии, встретили здесь, конечно, неандертальского человека. Вот. Либо они его вытеснили, вот. Либо вытеснялись как бы так мирным путем, скажем так. Да? То есть они пришли, заняли экологическую нишу, значит, создали определенную проблему, связанную с хозяйственной деятельностью неандертальцам, то есть перебили всех их животных, скажем так, им нечем было питаться, они ушли. Вот так простым языком. Вот. Другой вариант допускает, возможно, то, что сапиенсы имели возможность гибридизации с неандертальцами. То есть неандертальцы не были полностью вытеснены отсюда, сохранялись на нашей территории и постепенно через брачные контакты, возможно, трансформировались, смешались с неандертальским человеком. Данные генетики порой дают противоречивую информацию, но допускают возможность того, что, видимо, какой-то процент генов неандертальцев все-таки в современном человеке есть, конечно же.
Другие в целом отрицают этот факт. Я лично не сторонник этого подхода. Я считаю, что между неандертальцем и сапиенсом огромная пропасть, и они не могли между собой иметь гибридов, несомненно. Это мое мнение. Вот. Ну, во всяком случае, несмотря ни на что, примерно 32 тысячи лет назад на территории Кавказа и Абхазии неандертальцев не остается. Это место занимают, конечно же, сапиенсы. Ну, есть и оригинальные гипотезы, объясняющие вымирание неандертальцев на нашей территории, в том числе и тем, что якобы сапиенсы занесли сюда болезни, от которых не было иммунитета у неандертальского человека. Это привело якобы к гибели неандертальцев. Допустимо отчасти, но тогда популяции были небольшие, и поэтому создать эффект какой-то эпидемии или пандемии было просто невозможно. Это данные демографии об этом говорят. Все-таки думаю, что основной причиной победы, скажем, сапиенсов на территории Абхазии и на Кавказе, и почему они стали доминировать в других областях, все-таки лежат, опять-таки, в демографических процессах. Появление нового вида человека представляло собой конкуренцию прежним видам. И нарушение баланса пищевой стратегии, а неандертальцы были преимущественно узкоспециализированными, они питались в основном мясной пищей. Археологические находки, скажем, эпохи Мусте, то есть той самой, к которой относится неандерталец, показывают, что преимущественно охотничьи остатки были в основном медведь, горные туры, вот, то есть такие небольшой количественный состав относительно, скажем. В то время как сапиенс, верхнеполитические слои памятников Абхазии, показывают довольно-таки широкую палитру охотничьей фауны. То есть на кого они охотились. И очень важно наличие высокого процента ихтиофауны. В Холодном Груте были найдены знаменитые гарпуны, которые говорят о том, что охота на лосося, на форели была очень активная. Наличие, скажем, такой, термин именуется ядность, то есть всеядности, то есть умением homo sapiens, скажем, находить пищу там, где-то есть возможность, и способствовало большей экологической динамичности этих особей, скажем так. В то время как неандерталец очень чутко реагировал на количественный состав фауны, на климатические изменения, на какие-то бедственные ситуации и так далее. Все это вкупе привело к тому, что неандерталец как бы оказался в состоянии более ущербном, чем человек современного вида. Возможно, в этом кроется и проблема, видимо, постепенного схода с исторической арены неандертальского вида здесь, на территории Абхазии, собственно, дальнейшего развития человека современного вида. Появление Homo sapiens на территории Абхазии, с его появлением начинается новый виток истории, конечно же. И здесь мы постепенно переходим к тому, что сапиентация, которая уже завершилась, скажем так, как часть антропогенеза, постепенно приводит к тому, что на смену антропогенезу, как очень важному явлению, вообще феномену развития живых организмов на Земле, приходит новое явление, которое связано, как вы думаете, с чем, ребята? Чем важна эпоха появления здесь человека современного вида, на ваш взгляд? Какие стадии разделяет эпоха появления человека разумного здесь, на территории Абхазии? Не только смена биологических видов, и даже не сколько материальная культура, верхнеполитическая, скажем так. Она делит нашу историю на две важные категории, две важные эпохи, скажем так. Вот это будет доэтническая эпоха, а это будет этническая эпоха. С появлением человека современного вида, анатомически современного вида, формируются подлинно человеческие языки. И, несомненно, носители культур сапиенсов, которые обитали здесь у нас, и не только, уже представляли собой, очевидно, этногенетические ячейки. То есть, что это такое? Вы, наверное, представляете карту Абхазии и наличие на ней памятников археологии, да? Ну, давайте мы нарисуем небольшую, такую карту снова. Это будет примерно, скажем, Восточное Причерноморье, ну, допустим, река Кадор, Ингур, Бзыб, здесь будет река Орион, Чарох. И когда вы посмотрите на карту, вы увидите очень интересную деталь.
Всегда есть закономерность, что памятники концентрируются в определенном географическом очаге. То есть они не могут находиться где попало, правильно? Скажем, где большинство в Абхазии памятников концентрируется? Конечно, в Кадоре, да, вот район Кадора, Сухума, да. Здесь определенная группа памятников формируется. Пещера Акум, скажем, ближе к современному Гальскому району. Здесь формируется Гагринская зона отчасти, Сучадерский район, пожалуйста, Ахштырская пещера, Новолишинская. Мы пойдем дальше, в Восточное Причерноморье, и окажемся в Западной Грузии современной. Мы увидим, что здесь, в районе бассейна реки Рион, тоже концентрируются памятники. Там Артвала, Куде, пещера, Цуцкватские, Бронзовые и так далее, и так далее. Вот это есть не что иное, как не просто констатация факта наличия археологических объектов на карте, но и определенная их локализация. И эта локализация говорит о том, что наличие сходных, скажем, индустрий каменных, вот, скажем, на многих из них будут похожи, одинаковые, скажем, каменные орудия труда. С чем это связано? Естественно, с наличием коммуникации, общения между этими коллективами. Очевидно, вот эти небольшие сгустки отражают становление каких-то общих таких, скажем так, неких аналогов, неких вот аналогий, каких-нибудь этнических уже образований. Хотя это очень спорно, потому что в первобытности этот процесс очень, он исследуется, очень сложно его, конечно, понять, но он, несомненно, имел место. Нам сегодня сложно сказать, на каких языках могли говорить сапиенсы, конечно же. Они говорили на человеческих языках. Вот. Но то, что если мы даже и не можем найти эти языки, то мы можем представить языковой ландшафт. И вот это вот информационный сгусток говорит о том, что постепенно здесь уже начинаются складываться древнейшие этнические уже коллективы. Демографические подсчеты тоже позволяют нам об этом говорить. Если мы представим себе количество памятников, например, на территории Абхазии, то они в эпоху Верхнего Палеолита будут колебаться где-то в пределах от 20 до 25, 15, вот примерно так. Но вы не забывайте, что многие памятники палеолита от нас просто скрыты толщами воды. Дело в том, что во времена оледенений берег Черного моря становился мористее, и многие памятники оставались, скажем, где-нибудь там в районе палеодревних русел, там палеобуместы, палеобзыби и так далее. И они просто от нас скрыты. То есть у нас были не только пещерные памятники, ребята, но и были, конечно же, открытые поселения. Элементарный подсчет поселения доказывает, что охотники-собиратели эпохи Палеолита насчитывали примерно 20-30 человек, максимум 40. Этого было достаточно, чтобы шла межпоколенная система обмена информацией. С поколения в поколение. Ну и между коллективами тоже. При таком количестве, конечно же, жителей. Одним словом, появление человека разумного на территории Абхазии – это же в первую очередь, конечно же, и начало запуска уже этногенетических процессов. Данные археологии позволяют нам говорить, что на территории Абхазии, судя по единичным пока данным археологии, заселение Абхазии происходило сапиенсами различной генетической природы. То есть это не была одномоментная волна заселения. И, очевидно, заселение Абхазии происходило не только с юга. Ну и, скажем, вот если мы сейчас опять нарисуем Черное море, вот, это было, возможно, и Северный Кавказ, это был наверняка Ближний Восток, Восточное Средиземноморье, наверняка современная территория Ирана. И уже этот факт говорит о том, что возможно сложение древнейшего языкового и этногенетического облика нашего края в то время уже, а он, несомненно, уже имел место, связано с постепенным процессом конвергенции, смешения различных по своей генетической природе древнейших коллективов, сапиенсов, конечно, безусловно. Вот. Ну, это дает нам право говорить, что, возможно, будущие уже языковые семьи, которые сформируются здесь, вот, возможно, эволюционировали по пути первоначального смешения этих древних языков, этих древних коллективов, и представляют собой продукт конвергенции, конечно, безусловно, различных, не дошедших до нас, конечно, языков и древнейших этнических образований.
резюмируя все сказанное, мы можем сделать несколько важных выводов. Несомненно, человек современного вида – это вид, который сформировался параллельно неандертальскому таксону, имеет самостоятельные истоки, связан наверняка с территорией современной Восточной Африки. Человек современного вида – это тропический вид. Он формировался, несомненно, на юге. Вот. Заселение территории Кавказа и Абхазии происходило примерно в интервале времени примерно 40, 38, 32 тысячи лет назад. Скорее всего, человек современного вида, здесь есть разные модели оценки этой ситуации, возможно, появившись здесь, постепенно вытеснял неандертальского человека. Скорее всего, это была такая модель, на наш взгляд. Правда, последние исследования тоже у нас есть касательно тому, что, возможно, появление человека современного вида связывается с активной вулканической активностью, имевшей место в Средиземноморье и на Кавказе. Но это пока молодая теория, молодая гипотеза, она подтверждается, но не до конца пока еще. Возможно, что сапиенс пришел и даже на опустевшие земли тоже. Не исключена, конечно, и такая модель. Вот. Несомненно, с появлением человека разумного на территории Абхазии мы можем говорить о подлинном начале уже этногенетической истории на нашей территории. И эта грань четко разделяет человека, нашу историю Абхазии, даже если хотите, от доэтнической к этнической стадии, если так можно сказать. К сожалению, так уж сложилось, что война очень резко затормозила развитие палеолитической науки у нас в Абхазии. Наука палеолитоведения шагнула очень далеко. И на фоне этого Абхазию ждет еще очень много открытий. Я могу привести много примеров, связанных с соседними областями. Та же Грузия, пожалуйста, находки Дманиси. Это революционное открытие. Последовавшие за ними открытия в районе современного Таманского полуострова, это памятники-родники. Находки, скажем, на территории Дагестана очень удревнили нахождение человека не только современного вида, но и, конечно же, более ранних эволюционных линий. Открытия в области антропологии и особенно в бурном развитии антропогенетики и палеогенетики внесли большую коррективу в эту проблему. То есть в этом смысле в Абхазии просто еще, Абхазия ожидает еще очень много важных открытий. И если действительно у нас появятся палеолитчики, палеоантропологи, которые будут заниматься этой проблемой, возможно, революционные открытия ждут и нас тоже, несомненно. Потенциал на это есть. И я даже об этом говорю не просто рассуждая теоретически, но и общаясь со многими известными учеными, которые просто с завистью говорят, как мы хотим оказаться у вас и покопать, говорит, воспитайте, говорит, специалистов. Мы бы, говорит, сами их воспитали, потому что, говорит, открытия могут пойти, говорит, один за одним. И в этом смысле, конечно, я надеюсь, что, возможно, кто-то из вас когда-то этим займется, ребята. Это очень важно, конечно. Это очень важно, потому что сегодня это не просто, скажем так, не просто изучение само по себе. Это даже, вот как модно сказать, знаете, брендовая уже тема. То есть это считается даже элитой в науке, изучать эти вот древние останки. И это довольно-таки такое, знаете, самое продвинутое направление современной науки. Она граничит с естественной наукой, с гуманитарной. Это и методика, это и радиоуглеродный анализ, и генетика. То есть в этом отношении это очень увлекательное направление. Вот. Так что, я думаю, Абхазию в будущем ждут очень важные и серьезные открытия. Я на это надеюсь и верю, конечно. Как мы все знаем, вот неандертальцы начали хоронить своих покойных уже. Да, а вот как вы считаете, могло ли это означать, что вот у неандертальцев уже были зачатки какой-то религии? А я вам скажу больше даже. Он может сесть, наверное, да? Дело в том, что это связано с очень интересным явлением. Вообще-то даже вышла книга такая, значит, называется так, «Мустерские погребения Евразии». Не знаю, вы читали ее или нет. Я, конечно, ее видел. Эту книгу, естественно, знаком. Вот. Что я хочу сказать. Дело в том, что проблема
возникновение погребального обряда уже в эпоху Мусти хорошо документировано, потому что подобные находки имели место самые ранние. Помните открытие Солецки на территории современного Загроса в Иране, где был найден известный шанидарский неандерталец. Вот. И интересно то, что, как ни странно, считается, что даже Homo sapiens на первоначальном этапе своего развития не знал погребальной практики. Об этом очень часто в литературе, а также в фильмах BBC об этом часто указывают. А у меня есть такой один знакомый, приятель, мне посчастливилось с ним повидаться, Вишнявский Леонид Борисович. Он написал книгу, называется «История несостоявшего человечества». Она посвящена неандертальцам. И вот у него очень интересные данные о том, что неандертальский человек, возможно, в какой-то степени даже, скажем так, если не превосходил, но не уступал человеку анатомически современного вида. Даже не уступал. И ритуалы, религиозность уже могла иметь место у неандертальского человека. Есть очень много примеров, та же самая Азыкская пещера, где найден, кстати, неандертальский человек тоже. Ну, там, говорят, якобы неандертальские, более ранние формы. На территории Западного Кавказа, в одной из пещер, найдены культовые остатки медвежьих черепов. Ну, это часто встречается в исторической литературе, об этом часто на лекциях бывает. Да, неандертальский человек уже мог обладать религиозностью. Ну, если не развитый, очевидно, но уже определенными зачатками. Неандертальский человек практически даже вначале не уступал современному человеку в интеллектуальном своем развитии. Возможно. И, возможно, в этом и кроется парадокс, почему неандертальский человек исчез. Потому и несостоявшее человечество. То есть, по идее, он тоже мог бы стать неким видом, неким альтернативой современному человечеству. Многие ученые пошли еще дальше, сказав, что, возможно, нету отдельного вида Homo sapiens, а есть подвид. Есть Homo sapiens вообще, который делится на подвид Homo sapiens neanderthalian и Homo sapiens sapiens. Вот. Ну, я думаю, будущее науки подскажет, какой будет результат. Да. Еще один вопрос. Да. Так же, как и вы, я сторонник теории полицентризма. Моноцентризма, извиняюсь. Раз человек возник в одном месте, как тогда он попал на различные материки? Ну, понятное дело, Африка, Евразия, в общем, Евразия. А вот что делать с Австралией и Северной Америкой? Как мы знаем, материки начали разъединение, до появления человека. То есть, что вас ставит в сомнение? То есть, Как они туда попали? Ведь технологий не было, и вообще они же не могли переплыть огромное расстояние. А я вам сейчас скажу, вы уже закончили, да, вопрос? Я вам скажу очень просто. Дело в том, что вы знаете заселение современной Америки, Южной и Северной? Вот последние данные, ученые смотрели материал, я просто к примеру привожу, и не могли понять, вроде находки есть, свидетельство заселения, скажем, Америки. На материке, там в том же США, в той же Канаде, Мексике, у них почему-то мало. А ближе к побережью их всегда больше. Дело в том, что человек уже предполагает, что освоение Америки, то есть Нового Света, первоначальными американцами, конечно, да, первопроходцами шло как раз-таки по побережью с использованием, возможно, уже лодок в то время. Безусловно. Я не могу судить, была ли лодка уже 60 тысяч лет, но исходя из законов, скажем, палеогеографии исследования, то предполагается, что, очевидно, этому способствовали сухопутные мосты, они имели место. То есть Австралия действительно, был такой материк Сунда назывался, который, возможно, давал человеку вероятность проникновения на эту территорию. Это был очень длительный процесс. Это мы ассоциируем это обычно с каким-то моментальным таким проникновением. Конечно, это был очень длительный, из поколения в поколение. От одной исходной точки в Африке до Австралии проходило 3, 4, 5, 6 тысяч лет. И, естественно, люди рождались, умирали, новые популяции сменяли другими, и связь уже с той прародиной уже практически отсутствовала. Естественно, человек перед, скажем так, марш-броском своего рода проходил длительный этап своей адаптации к этой территории, что и позволяло ему, конечно же, осуществлять эти... То есть в этом и заключалась такая динамичность и гибкость, скажем, сапиенса, по сути дела. Так что это вполне возможно. Человек современным видом мог проникнуть спокойно и даже переходить некие водные преграды.
безусловно, где это имело возможное место. Вот, обратно же, насчет неандертальцев и Homo sapiens. Ведь это же разные, так сказать, ветви развития человека. И, как вы сказали, они обратно в результате смешения, они как бы заимствовали какие-то, не знаю, может и даже зачатки первых каких-то языков или также религий. А вот как вы считаете, вообще гибриды возникали, они имели какое-то начало и вообще то есть, развитие какое-то? Неандертальского и сапиенского человека, да? Да, вообще. Вот лично я не сторонник этого. Я считаю, что это невозможно. Хотя биологи некоторые утверждают, что такое возможно, даже опыт показывает на приматах или, скажем, каких-то других видов, что гибридизация возможна. Что такое вид вообще? Критерием определения вида является степень того, когда особи могут давать плодовитое потомство. Это некий критерий вида. Если нет гибридизации, то есть это уже другой вид. Это, наверное, я сам историк. Я не могу судить о биологии, это должны знать биологи, генетики. Вы знаете, есть даже такое предположение, вы знаете, с учетом статьи всего сказать трудно, и поэтому эта тема всплывает. Есть даже предположение о том, что, вот обратите внимание, верхний палеолит, носителем которого был Homo sapiens, всегда ярче проявлен там, где он соседствует обязательно с неандертальским человеком. А вот в той самой подлинной прародине Африки и даже на Ближнем Востоке порой палеолита в чистом виде нет. Объяснить это простой случайностью навряд ли возможно. Скорее всего, встреча различных миров, видовых, скажем, людей современного вида неандертальцев, как-то, возможно, было неким раздражающим эффектом, который заставлял человека менять социальную стратегию поведения, экологическую стратегию, и она как-то выражалась в материальной культуре. Некоторые ученые говорят, что даже такие культуры, как Шательперон во Франции, Улуцу в Италии, Бачукиро в Болгарии, эта культура является связанными переходом между мустье неандертальским и верхним палеолитом сапиенса. Вот представьте ситуацию, да? То есть, казалось бы, здесь может быть пример того, как неандертальцы действительно, скажем, смешивались с сапиентными группами. Сложно сказать. Вы знаете, вектор развития науки связан именно с постепенным накоплением материала. Либо мы отвергнем эту идею, либо мы к ней снова возвратимся. Но такие тенденции наблюдаются. Возможно, если не был генетический обмен между двумя видами, что, скорее всего, было так, то не исключен культурный. Наверняка там неандертальцы видели какое-то оружие, скажем, или вот. Так что это не исключено. Возможно, имело место культурные, конечно, имели место контакты, какие-то такие очень слабые, спорадические, но явно симптоматично фиксируемые археологами, конечно. Вот примерно такая ситуация. Кстати, Давид Автандилович не так давно был нашим студентом. Был, да. Блестящим студентом. И уже сегодня чувствует себя за этой кафедрой, как вы видели, как заметили, наверное, да, очень уверенно. Абхазская археология очень интересная. У нее традиции, традиции археологии на территории Абхазии, они дореволюционные еще. А в советское время археология наша развивалась успешно. Даже в учебниках общих по истории СССР, по археологии СССР и так далее, где очень мало внимания уделялось истории Абхазии, наши памятники, они там фигурировали. Тем более обойти Яштокское поселение ни один археолог не мог, несмотря на то, что была своя политическая конъюнктура. Понятно, что минуя Тбилиси, ничего писать, делать невозможно было и так далее. Но сегодня опять из общения с Давидом нам становится понятно, что прерывается смена поколений наших археологов. И сейчас, когда
археологическая наука в мире вырвалась вперед, и столько интересных открытий, а территория Абхазии, мы все уверены, что должна удивить этот научный мир, вообще человечество, многими своими памятниками. Получается, что у нас молодых, перспективных археологов, да, амбициозных, творческих, которые хотели бы что-то открыть, а для того, чтобы открыть, изучать и так далее, нужно получить хорошую подготовку. Да? К сожалению, такого большого интереса пока мы не видим. В конце лекции я иногда рекомендую такие исследования или иногда даже художественные произведения, которые имеют только косвенное отношение к тому, что мы говорим, потому что я каждый раз понимаю, что мы всегда не додаем внимания к определенной информации, которая повлияет на общее развитие, да, на общий уровень, на эрудицию и так далее. И поэтому вот книга, которую вы называли, вот как она называется, о неандертальцах? Да, кто автор, книга, что за книга? Вишневский Леонид Борисович, называется «История несостоявшегося человечества». И у нас должны быть свои такие крупные археологи, как Михаил Михайлович Травш, да, вот в свое время. Очень много в археологии, кстати говоря, сделал наш Олег Хохутович Бгажба, в свое время Гунба Михаил Михайлович, Адзвинария Игорь Иванович, Бжаня Вадим Викторович, Бжаня Димур, который очень рано ушел из жизни. Я сейчас могу, конечно, кого-то пропустить, не назвать, но я должна сказать, что у нас были археологи, есть старшее поколение, да, в особенности их представители, которым мы можем гордиться. Но мы должны получить возможность гордиться вами тоже. И в заключение, если вы проходили курс философии, вы не могли не услышать имя Ясперса. Кто-нибудь знает о нем? Это очень известный немецкий философ, психолог, психиатр и так далее. Когда я готовилась к этой лекции, я параллельно с Давидом тоже, в общем-то, думала над этими очень серьезными вещами. И в итоге я решила с вами поделиться следующей цитатой. Карл Теодор Ясперс. Мы являемся тем, чем мы являемся, только благодаря общности взаимного сознательного понимания. Не может существовать человек сам по себе, просто как отдельный индивид. Это была кафедра. Спасибо.